Во Владикавказе открыли мемориальную доску автору первого осетинского романа Коста Фарниону. Творческое наследие писателя заняло достойное место в истории национальной литературы. Его стихи заучивали наизусть, сборник передавали из рук в руки. Самым значительным произведением автора является роман «Шум бури». После выхода в свет книги рецензенты назвали Коста Фарниона ювелиром художественного слова. Как часто бывает, жизнь талантливого поэта и писателя была яркой, но короткой. В 1937 году 29-летний Коста Фарнион был репрессирован, затем приговорен к высшей мере наказания – смертной казни. Книги и фотографии были уничтожены. До наших дней дошли лишь 3 его портрета. Только в 1957 году Коста Фарнион был полностью реабилитирован. Мемориальную доску установила фамилия Фарниевых на фасаде дома, где жил писатель. В планах переименовать одну из улиц Владикавказа в честь прославленного соотечественника. Фамильный совет прилагает большие усилия для того, чтобы имя Коста было на слуху, для того, чтобы младшее поколение знало о том, что сделал Коста Фарнион для развития осетинской литературы. Мы постарались перевести и издать произведения Коста Фарниона на русском и на осетинском языке. В 2018 году в свет вышел двухтомник его произведений. Ну и стараемся популяризировать его творчество. Представители нашей фамилии бывают в сельских школах, в библиотеках, где рассказывают о Коста Фарнионе, о его творчестве.